Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Поддержать наших бойцов на линии фронта. Юрий Трутнев передал бойцам на передовой СВО винтовки, боеприпасы и необходимое оборудование. Память, которая останется на века. Благодаря Михаилу Николаеву в Якутии сохранены природные богатства республики. Зрение – тот орган чувств человека, потеря которого становится настоящей трагедией. Расскажем о работе якутских офтальмологов. Покорение вершин как вид спорта, альпинизм и скалолазание набирают широкую популярность в Якутии. Собрать ребенка в школу за один выход. Товары для школы обойдутся на 20-25% дешевле, если правильно выбрать время для их покупки. Юрий Трутнев передал бойцам на передовой СВО винтовки, боеприпасы и необходимое оборудование. Вице-премьер побывал на участках, где ведутся активные боевые действия, и лично убедился в том, что оказываемая военнослужащим поддержка действительно важна. Мы не только стараемся что-то привезти и помочь техникой и оборудованием, мы стараемся поддержать производство того, что необходимо и полезно нашей стране для проведения специальной военной операции. Все, чем мы можем поддержать наших бойцов, будем создавать и привозить на линию фронта, подчеркнул Юрий Трутнев. В Нерюнгринском районе продолжается работа по оказанию мер поддержки участникам специальной военной операции. Так, из резервного фонда районной администрации на эти цели было выделено более 20 миллионов рублей. Нерюнгринская районная администрация, и в том числе с депутатским корпусом, оказывает очень большую поддержку. Из резервного фонда Нерюнгринской районной администрации было выделено больше 20 миллионов. Предоставили именно нашим нерюнгринцам, которые сейчас служат в зоне специальной военной операции, 5 автомобилей УАЗ и дополнительную гуманитарную помощь. То, что необходимо было для наших бойцов, было все предоставлено. Вечный покой на родной земле в Хангаласском Улусе проводили в последний путь первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. Согласно завещанию, выдающегося сына якутского народа похоронили в его родном Актемском наследии. Как это было, расскажет Виолетта Засимова. Траурная процессия на родине Михаила Николаева начала свой путь с границы Хангаласского Улуса. Колонна машин с гробом президента продвигалась не спеша, так как на пути ее следования жители района создали живой коридор, выстроившись вдоль дороги, держа в руках цветы. Это стало еще одним проявлением уважения к лидеру нации, который оставил яркий след в истории Якутии. Траурный митинг прошел в здании Малой академии наук в Чапаево. Присутствовали семья Михаила Николаева, первые лица республики, друзья, соратники, земляки. Желающих проститься и выразить скорбь было так много, что для тех, кто не смог поместиться в здании, была организована прямая трансляция в режиме реального времени. Собрание Российской Федерации Валентина Матвиенко. На траурном митинге выступил государственный советник Якутии Андрей Борисов, который в своей речи, помимо слов соболезнования, вспомнил момент, когда Михаил Николаев назначил его министром культуры и духовного развития республики. Он вызвал меня к себе в кабинет, и там карта мира была, и он на карту мира от территории Якутии закрыл свои ладони и сказал мне: мы с тобой ответственны перед народом и перед Сахасеря. Я вот на всю жизнь запомнил его интонацию, его взгляд, его жест этот. Я ношу в сердце это как завещание его, как не только мне, но и потомкам. Затем гроб с телом первого президента перевезли в Актемскую Свято-Троицкую церковь, где состоялся обряд отпевания. Эта церковь имела особое значение для первого президента, ведь когда-то здесь крестили его маму Марию Николаеву. Долгое время закрытую церковь в 1997 году восстановили благодаря Михаилу Николаеву, и в благодарность якутская епархия выгравировала на одном из колоколов его имя.
Местом захоронения была выбрана территория между церковью и музеем образования Хангаласского улуса. И это неспроста. Здание музея образования когда-то было Актемской 7-летней школой, в которой учился будущий первый президент. Да, он пришел послевоенный год, в 1945 году, в первый класс, и закончил его в 1953 году. Михаила Николаева проводили в последний путь с высокими почестями и уважением. Его душа отныне будет покоиться на родной земле, а якутяне запомнят его как лидера, который всегда был предан своей республике и ее народу. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Михаил Ефимович Николаев не только создал благоприятные условия для экономического и социального развития региона, но и заботился о сохранении природных богатств Якутии. 27 августа в 1995 году первый президент Якутии, торжественно открывая парк Ленские столбы, особо подчеркнул, что в каждой стране у каждого народа есть памятные и почитаемые места, где человек и душой, и телом ощущает величие и непостижимость Создателя и свое единство с вечной природой. Благодаря Михаилу Николаеву тысячи людей каждый год могут наслаждаться красотой этого уникального места и узнавать о его истории и культуре. Именно по идее Михаила Ефимовича сегодня мы с коллегами разработали концепцию развития национального парка до 30 года. В данную концепцию вошли такие объекты по пожеланию также Михаила Ефимовича. Это детский лагерь Серкян-Сяян. Сегодня мы работаем над проектом и уверен, что в ближайшее будущее мы реализуем одну из идей Михаила Ефимовича и превратим ее в жизнь. К другим темам. В Якутии ведутся работы по тушению 52 пожаров. Наиболее сложная пожароопасная обстановка складывается на территории Усть-Майского и Алекминского районов. На данных пожарах задействовано 1368 человек. Дополнительно спланирование наращивания группировки на 25 работников авиалесоохраны и 54 работника Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов. На территории республики на данный момент у нас установилась сухая жаркая погода. Это пришел так называемый сибирский антициклон. В центральной, восточной, западной части, южной части республики сухая жаркая погода и высокая грозовая активность, что способствует образованию новых лесных пожаров. Вот. На данный момент мы имеем 97 зарегистрированных лесных пожаров на территории республики. Пожары у нас зарегистрированы на территории 12 улусов. И на территории 9 улусов мы силами лесопожарных формирований, привлеченных сил Государственной противопожарной службы, силами МЧС и местного населения тушим 52 лесных пожара. Между тем, в Нерюнгринском районе сохраняется высокий класс пожарной опасности. Возгорания появляются в тех местах, где отмечена высокая грозовая активность. Большинство очагов находится в зонах контроля, в труднодоступных и удаленных местностях. С начала пожароопасного сезона текущего года на территории Нерюнгринского района зарегистрировано 78 природных лесных пожаров. Из них 66 пожаров произошло в авиационной зоне контроля и 12 пожаров произошло в зоне обслуживания. То есть это те пожары, для ликвидации которых привлекаются силы и средства района. А все пожары произошли по причине атмосферного явления, то есть это грозовая деятельность. Перекрестки заасфальтируют, жителей аварийного жилья переселят в дом на Ленинградском проспекте, а для детей построят новые площадки. Об этом глава Мирного Алексей Тонких рассказал во время прямого эфира в социальных сетях. Мэру алмазной столицы поступило 30 вопросов от неравнодушных жителей. Когда будет готова дорога от Мирного до Арылаха и что мэр рекомендовал владельцам дач на 13-м километре, узнавал Вадим Ахмадуллин. Часть жителей мирнинских аварийных домов переселят в благоустроенное жилье уже в следующем году. Корпус многоэтажки на Ленинградском проспекте готов на 95%. Сейчас подрядчики проводят коммуникации, чтобы в декабре 2023 года мэрия приняла дом с отоплением, канализацией и водой. Об этом мэр Мирного Алексей Тонких рассказал во время прямого эфира. Помимо строительства жилья обсудили состояние городских дорог. Местные жители жалуются на огромные лужи, которые образуются после каждого дождя из-за неровности дорожного покрытия. Глава пообещал, природные бассейны ликвидируют. В первую очередь у дома 15/1 на Тихонова. Буквально до конца августа должны будут провести асфальтирование данной территории для того, чтобы, скажем, вот эту проблему решить.
Но эта проблема, на самом деле, она по городу много где. То есть сейчас мы уже также отрабатываем и по водоотводящим каналам, но, к сожалению, там сумма выходит очень-очень большая. Вот, то есть в будущем будем смотреть, как, где, каким образом можно будет найти финансирование для того, чтобы этот вопрос решить. К середине сентября МУАД заасфальтирует перекрестки 40 лет октября Ленинградский проспект, Аюнского Ленина, 50 лет Амосова и часть дворовых территорий. А участок от Мирного до Алмазного оденут в асфальт к 2026 году, как и дорогу до Чоналыра. Обилие мусора и отсутствие воды – то, что волнует дачников 13-го километра. К тому же сегодня люди не могут оформить право на собственность. Нет председателя, который сделает членские книжки, нужные для процедуры приватизации. Алексей Тонких считает, тут муниципалитет не поможет, но начать решение всех вопросов, безусловно, нужно с выбора кандидатуры. Дачникам предлагают провести собрание домовладельцев и определиться. Во время прямого эфира к Алексею Тонких присоединилась Татьяна Шарова, депутат городского совета и представитель Народного актива. Она отметила работу мэрии по созданию комфортной среды для детского отдыха и рассказала о реализации программы «Активное долголетие 60+». Наши пенсионеры дают большой запрос на двигательную активность, большой запрос на общение друг между другом, на танцы, на караоке. В общем, и уже такой демо-версию такой программы мы уже начали сейчас запускать и потихонечку с пенсионерами работать в таком направлении тоже. Но к 1 сентября мы должны запустить программу, поэтому собираем еще пожелания. Всего к главе Мирного поступило 30 вопросов. Ответы на них в текстовом варианте в течение недели опубликуют на сайте мирный-саха.рф. Вадим Ахмадуллин, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Энергетики провели комплексные учения по ликвидации разлива нефтепродуктов. Согласно сценарию, в результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом на территории склада жидкого топлива Якутской ГРЭС-2 произошла утечка и выброс нефтепродуктов в защитное ограждение вокруг емкости с последующим возгоранием. Кроме этого, среди работников станции был обнаружен пострадавший. Условный разлив был успешно устранен в установленные сроки. По результатам комплексных учений комиссия подтвердила готовность к станции к предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов. Сегодня, 8 августа 2023 года, были проведены полномасштабные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на Якутской ГРЭС-1. Это критически важный объект для республики, и были привлечены все необходимые силы и средства. Пожарные, медицинские работники и профессиональное аварийно-спасательное формирование «Газпассервис». Все службы были в фокусе, действия были высокопрофессиональными. Комиссия в составе МЧС, Ростехнадзора, Росприроднадзора и администрации города Якутска отметила слаженные действия личного состава, исправную работу техники. Ежедневно в стенах Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы принимают более 200 пациентов и проводят 10-15 операций на глазах. Современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют сократить время ожидания приема и время на оперативное вмешательство. Подробнее о работе офтальмологов смотрите в следующем сюжете. Трудно себе представить полноценную жизнь без зрения. Благодаря глазам мы воспринимаем окружающий мир, и, как любому другому органу, глазам необходима забота и лечение. В Якутской республиканской офтальмологической больнице ежедневно помогают пациентам с проблемами зрения. Больница оснащена современным оборудованием, благодаря которому специалисты могут проводить сложные офтальмологические операции. Врачи-офтальмологи уже проводят здесь, на территории республики, такие операции, как кератопластика, это трансплантация роговицы, это помощь детям, что немаловажно, с врожденной катарактой. Теперь детям не надо выезжать за пределы родной республики, а получать помощь здесь. Также мы продолжаем оснащать новым медицинским оборудованием наши кабинеты. Наши 9 филиалов в районах республики в этом году получили новые фароптеры, авторефрактометры, бинокулярные рефрактометры, которые позволяют диагностировать раннее осложнение заболевания глаз и вовремя назначать лечение. За последние несколько лет в больнице увеличился штат сотрудников и произошло полное обновление высокотехнологичного оборудования, в том числе и отечественного производства. К примеру, операция по удалению катаракты длится менее получаса, а для того, чтобы выписать очки, пациенту требуется всего пара минут. Все это позволяет принимать в день до 200 пациентов.
Сейчас по поликлинике полностью обновился, получается, парк щелевых ламп. Пришли фирмы Carl Zeiss. Диагностическое оборудование улучшается. Оптические когерентные томографы приехали новые. И лазерное оборудование тоже у нас обновляется. На лазерном оборудовании, которое у нас стоит в поликлинике, то есть по глаукомам, катарактам, в день у нас идет где-то от 10 до 15 операций. Особого внимания заслуживают юные пациенты, для которых в больнице создано специальное отделение. Аппаратное лечение у нас проводится всевозможными методами электростимуляции, лазеростимуляции, магнитостимуляции. Привлекаются разные виды физиолечения, а также видео, всевозможные варианты, компьютерно специально подобранные программы на разных цветовых режимах, в условиях раздельного поля зрения. То, что требует специфики при косоглазии и при амблиопии. Врачи Республиканской офтальмологической больницы помогают не только пациентам из республики. Уже больше года офтальмологи из Якутии периодически выезжают в Донецкую Народную Республику, а в июне месяце в городской больнице города Кировская был открыт филиал Республиканской больницы. Недавно врачи побили свой собственный рекорд и на сегодняшний день провели уже более 1000 выездных операций. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Покорение вершин как вид спорта, альпинизм и скалолазанье набирают широкую популярность в Якутии. Совсем недавно таким активным отдыхом занимались единицы любителей. Теперь же в республике для занятий создаются хорошие условия. Мой коллега Сергей Михедов пообщался со спортсменами. Это стенд для тренировки пальцев, называется тигенбокс. Альберта Тимофеева можно с уверенностью назвать одним из первооткрывателей скалолазания в Якутии. Молодой человек крепкого вида наглядно демонстрирует, какие тренажеры для занятий используют якутские спортсмены. Таких скалодромов для тренировок скалолазов только в одном Якутске – 5 штук. Расположены они на базе школ, чтобы все желающие испытать себя, в первую очередь школьники, смогли развивать свое стремление покорять вершины. Что такое скалолазание, да? Скалолазание – это все-таки экстремальный вид спорта, не забываем, да? Он лазается именно на естественном рельефе, на настоящих горных скалах, да? Скалодромы появились позже, да? Благодаря им в зимнее время можно тренировать какую-то определенную силу, ловкость, навыки, и в сезон лета уже ездить по теплым местам, по скалам и лазать. И здесь важно понимать, скалолазание и альпинизм – это все-таки разные виды спорта. Для занятия скалолазанием необходимо покорить именно скалу, отвесную гору с острыми выступами. Во время соревнований – на скорость. Главная же цель альпинизма – это покорение вершины. Например, совсем недавно Евгений Кривошапкин стал первым якутянином, кому покорилась самая высокая точка земного шара – гора Эверест высотой 8848 метров. Ну а Федерация альпинизма Якутии регулярно организует и проводит различные соревнования среди детей и взрослых. Недавно у нас прошла смена спортивного альпинизма как раз в Устнере. Ездили мы на гору Афродита. И как человек, который побывал в горах более больших, высоких Кавказа, да, я могу сказать, что и у нас на территории республики альпинизм может быть довольно интересный, сложный и познавательный. Идут в этот спорт не только крепкие и сильные парни. Испытать себя стремятся также девушки. Например, Виктория Романова увлеклась покорением вершин в 2016 году. Регулярно участвует в республиканских и городских соревнованиях и непременно побеждает. В данное время у девушки 3-й разряд по альпинизму и скалолазанию. Говорит, что спортивная база имеет определенное значение перед началом тренировок. Если есть какая-то база, то прогресс он будет идти, особенно в начале, очень быстро, стремительно, и будешь показывать хорошие результаты. А если если ты всю жизнь, так скажем, не занимался никаким видом спорта, и вообще не занимался ничем, то, конечно, будет сложнее, и прогресс там уже будет чуть медленнее идти. Скалолазание перестало быть просто экстремальным увлечением и уже стало настоящим видом спорта, даже включено в олимпийскую программу. В спорткомплексе Дахсун идет строительство профессионального 15-метрового скалодрома. С его появлением у Якутии появятся все возможности для подготовки мастеров спорта и даже чемпионов мира. Сергей Михедов, Григорий Охлопков, Якутск.
Собрать ребенка в школу за один выход. 7 августа на Комсомольской площади столицы региона открылся традиционный школьный базар. О том, во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу и насколько цены отличаются от прошлогодних, расскажет Мария Кардашевская. Блузки, костюмы, канцелярия, рюкзаки – это далеко не полный перечень того, что можно найти на школьной ярмарке. Всего в этом году на Комсомольской площади развернут свои шатры около 130 предпринимателей и организаций, которые готовы помочь родителям собрать в школу не только первоклассников, но и детей старшего звена. Здесь можно найти любой ассортимент, на любой размер, на любой вкус и цвет. Поэтому просим жителей города не задерживаться, не откладывать. Приходить сейчас, потому что ассортимента больше и выбора больше. По словам продавцов, в сравнении с прошлогодними ценами разница в этом году незначительная, и покупатели не должны ее ощутить. Но есть чуть-чуть изменения, и тоже товары чуть-чуть изменились в хорошую сторону. Кроссовки, начиная от 1200 до 3500, рюкзаки 1500 до 4, в среднем так. Люди в основном покупают на год, в основном канцелярии, там ручки, это примерно, не считая рюкзаков, 1500 будет. К примеру, собрать вот такой школьный комплект на мальчика обойдется в 3400 рублей, а на старшеклассницу в 2500 рублей. По сравнению с прошлым годом цены в среднем повысились рублей на 100. Школьная ярмарка – это удобный способ для родителей детей всех возрастов закупить все необходимые для школы принадлежности в одном месте. В частности, уже давно стало доброй традицией приезжать сюда из близлежащих улусов. Школьную форму обычно каждый год отсюда покупаю, уже 3-й год. И цены почти что не меняются. И хорошо, что у них есть скидки социальные для многодетных 20%. Я 2 детям купила школьную форму, брюки и жилет, сорочки. Кроме покупки необходимых школьных принадлежностей, на ярмарке можно принять участие в различных розыгрышах и акциях. В их числе и традиционные благотворительные акции «Собери ребенка в школу» и «Домик добра», в которых каждый желающий может передать школьникам из многодетных семей необходимые для учебы принадлежности. Школьный базар будет работать до 4 сентября ежедневно с 10 до 19:00. Мария Кардашевская, Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. И последнее. Якутский режиссер Валентин Макаров взялся за работу над новой романтической комедией под названием «Очень приятно, меня зовут Любовь». К съемкам приступили в конце июля. В основе сюжета смешная и в то же время романтическая история девушки, которая заставит зрителя на вечер забыть обо всех своих проблемах и с удовольствием смеяться, восхищаться, волноваться и сопереживать героине, сообщают в кинокомпании. Релиз картины запланирован на 14 февраля 2024 года. Напомним, прошлая работа режиссера Джулур Масреслинг собрала более 13 миллионов рублей в прокате и завоевала 2 главные награды фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора». Наше искреннее желание, чтобы после просмотра этого фильма у людей поднялось настроение, захотелось жить, творить, работать. Все-таки фильм – это про любовь, так и называется «Меня зовут Любовь». А любовь, она спасет мир. Любовь, она всегда приносит радость, веру, надежду в будущее. Поэтому этот фильм именно настроен для широкого проката. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.